мы еще поговорим на тему паспортов, мы еще поговорим на тему, то есть серьезная тема, на тему карту. Мы хотели эту тему, чтобы ты поднял, рассказал, объяснил украинцам, что за идея. Я, насколько услышал, я ее с удовольствием поддержу информационно, как смогу, потому что это нужные вещи, которые серьезные и нужные вещи, полезные не только украинскому и чеченскому народу. Я думаю, Да. должны подключиться все народности, которые пострадали от этого имперского ига. И это должно быть и на английском языке, и на других языках мировых. Расскажи, пожалуйста, немного о этой идее. Да, такая идея появилась, она сейчас в процессе разработки. Идея возникла с того, что русские пропагандистские СМИ, ФСБшные, лживые СМИ, как вы все знаете, дорогие украинцы, теперь уже тоже, на протяжении вот этих последних 20 лет или даже 25 лет, да, постоянно, ну последний при Путине больше уже начали уже врать, беззастенчиво врать, ну, грубо говоря, 25 лет, все наши боестолкновения, как говорил Шамиль Басаев, сколько мы не ведем бой, сколько мы не уничтожаем противника, по новостям передают, 1 убит, 1,5 ранено. То есть это вот такие вот потери у них всегда бывают, и как бы много на территории нашей страны произошло боестолкновений, много произошло массовых убийств, военных преступлений, нарушений там всякого рода обычаев и законов войны. И у меня возникла такая идея создать карту Чечни, ну, Чечении, Ичкерии, на которой будут обозначены места боестолкновений, массовых убийств, нарушений. И вот это будет карта, как наподобие карты Google Maps, где вот нажимаешь на карту, на значок, там, например, 2 сабли скрещенные, это боестолкновение. Там пожар или там красный полумесяц, да, это будет там убийство, массовое убийство. Или вот такой, там, например, бомбежка была, да, или ракетный удар, там, например, был, где убили тогда за один раз 200 человек, они по рынку ударили, земля ракетами в начале самой войны. И вот обозначать эти места, и я вот предложил своим зрителям, своим подписчикам, друзьям своим, давайте начнем вот эту работу, потому что в эту карту, как в Википедии, можно будет, проверенные модераторы могут заходить и добавлять, например, вот скрещенные 2 сабли, это место, где было боестолкновение. С обеих сторон командиры, если, например, с чеченской стороны можно называть пока их имена командиров, имена личного состава, или просто число участников, число погибших с обеих сторон, и добавляется фото, видео или там... Или ссылки на другие источники, да, где можно об этом прочитать. Где текст, да, добавляется текст. И я рассказал об этом себя в эфире, рассказал об этом Дедусику. Дедусику тоже эта идея очень понравилась. И у нас возникла с Дедусиком такая, Дедусик предложил эту идею, говорит, давайте тогда и в Украине. А потом мы по ходу поняли, что и в Грузии то же самое происходило, тоже были и нарушения, и боестолкновения. И расширить эту карту. Сейчас у меня уже работа тогда уже была начата, ведется по Чечне, по Чечении, и было бы хорошо, присоединились бы, если бы и украинцы тоже создали бы вот на одной платформе, сейчас я буду регистрировать этот сайт, можно было бы, чтобы у нас единая карта получилась, да, она бы как бы и была бы связывающим наши народы, таким дополнительным, да, маленьким. Тем более ваши батальоны помогают нам, воюя вместе. Да, ваши помогали нам, сейчас помогают. Вот сейчас мы связаны одной судьбой, исторической судьбой, да, и во время Голодомора, сталинского террора, и по отношению к нам, мы к вам приходили. Сейчас, когда у нас геноцид был, наши бежали к вам. И сейчас есть много беженцев, не те, кто воюет, а кто скрывается и там получил убежище, хотя возникают проблемы. Но это все будет решено. Поэтому предлагаю всем объединить усилия там, и через Дедусика начать сбор. Я хотел бы добавить, не через, возможно, давайте вот здесь много сейчас модераторов, которые модеруют меня на канале, они меня знают других наших блогеров, там тоже они модераторы.
У мене прохання, друзі, у меня просьба. Расшарьте, пожалуйста, эту идею. Есть начало. По Украине я готов подключиться тоже, я подтверждаю, чем можно информационно, и там возможно собрать какой-то денежный ресурс. Мы попросим Аслана, если есть возможность, поскольку там работают специалисты, или как правильно оформить, я не знаю, надо какой-то единый счет, с которого бы он служил именно этой цели, деньги не шли на другие цели, на оплату работы именно и модерирование вот этого ресурса. Поэтому это надо резонанс общеукраинский. Надо, чтобы подключились все наши блогеры. Я сейчас обращаюсь и к Андрею Полтаве, и к Андрею Луганскому, и Киевская Русь, и к другим блогерам. Боюсь кого-то не звать, поэтому сейчас ограничусь. Много наших прекрасных блогеров в Украине, которые работают на Украину, несмотря на наши там внутренние какие-то взгляды. Давайте подключимся. Очень хорошая, интересная и своевременная мысль. И я думаю, что и школы, и институты, и университеты могут подключиться к этой работе, к сбору информации, к обработке информации. Надо найти, кто этим будет заниматься этим, возможно, в Украине. Давайте поработаем над этим, ребята, и давайте такие дельные предложения будем выносить на наш украинский блогинг. И тогда контакт с Асланом есть. Возможно, на их платформе, возможно, у нас айтишники очень сильные в Украине, они работают за границей, возможно, кто-то загорится такой. Эта работа будет говорить о том человеке, который сейчас, возможно, он имеет потенциал внутренний, он его чувствует в себе, но не может его выразить. Это будет его лицо, это громадная работа, которая требует очень много усилий, но это работа благодарная. Об этих людях будет помнить история. То есть они будут помогать истории, но история будет помнить о них. Поэтому я призываю всех, кто может подключиться, кто эта тема может быть для него близкая, кто финансово, кто... Сейчас о финансах пока не говорим, потому что нет ни счета, ничего. Обращаясь к айтишникам и к блогерам. Давайте эту тему, чтобы вся Украина о ней услышала, у себя на стримах ее озвучим и примем решение в какое-то недалекое время, как мы будем дальше действовать. Да, это очень хорошо, если все миром моей картой занимаются, кстати говоря, украинские программисты, украинский программист. Кстати, у меня там есть в разделе на моем канале есть и среди интересных каналов его канал, его Евгений зовут. Забыл сейчас, как его по фамилии, но тоже очень патриотично настроенный молодой человек. Он сейчас это разрабатывает. Я вносил сейчас чеченскую символику там своего канала. Я добавлю символику украинской, чтобы и если грузины подключатся, и грузины, и тогда она такая расширенно получилась бы. И было бы видно все преступления России, которые она производила, все преступления путинского режима, да. А там можно потом и дальше и более добавлять, как в Википедии она будет выглядеть, что проверенный модератор может добавлять информацию, там где-то кто-то с ним ее оспорит, и там что-то удалит, что-то добавит. Ну, вот такого плана это будет работа. Нужны будут украинские, те же проверенные модераторы, чеченские и грузины, если подключились, тоже было бы очень хорошо, чтобы мы делали. И как ты говоришь, для этого нужны средства. Средства небольшие для начала сейчас, то, что там делается. $300 мне было макет, потом там кое-что зарегистрировать. Но это деньги то же самое. Нужно будет для другого, чтобы залить информацию, да. Объем информации. Это кто-то должен, кому-то должна информация стекаться, а кто-то должен ее анализировать и ФСБшные вот эти все фейки отбрасывать и включать туда только эту достоверную информацию. Поэтому средства будут нужны. Да, средства будут нужны, тем более в дальнейшем, да, как ты говоришь, волонтеры, там, добровольцы, которые будут заниматься, наверное, тоже должны будут какую-то там, да, иметь постоянно, если поддерживать, ну, как
как это называется, администраторы, да, должны быть, которые будут вести это все дело под контролем. Да, да. Средства нужны будут потом. Эта карта, она сложная. Вы поймите, это не только эта война. Это огромный объем работы. Эта война длится в Украине более 300 лет. Это поколениями. И эта карта будет иметь слоя. То есть по годам там, или по столетиям, или как Да, человека интересует. Возможно, кого интересует такой-то период. Достоверная информация. То есть, ну, это очень большая, она очень по большая годам проблема. будет, дедусик, да, это там будут, ну, справа или слева столбцы, где будут по годам расписано боестолкновения. Можно будет, например, 10 лет взять период, да, можно будет там 100 лет взять период, и уже тогда посмотреть на этой карте. Ну, это такой масштабный проект, и если подключать Украину и потом Грузию, то, конечно, это получится еще больше проект, и, ну, такой, будем работать. Меня просят, чтобы я сделал отдельно ролик. Я прошу кого-нибудь из людей, которые нарезают ролики, я этим редко занимаюсь, практически никогда. Вырежьте, пожалуйста, вот этот сюжет, который говорит именно об этой теме, и расшарьте. Я у себя могу перезалить на канал тогда, ну, чтобы люди понимали, о чем разговор. Вот наш этот небольшой диалог, там минут 7, 8, 10, вырежьте, и люди тогда будут в теме, о чем мы здесь говорили.